Ну что, мы продолжаем. Четверг сегодня 28 октября, и накануне школьных каникул, долгожданных не только для детей, но и для родителей, хотя, может быть, и не все, да и рады родители, да? Но, тем не менее, говорим о безопасности детей. За их безопасность, конечно же, несем ответственность мы с вами, то есть вы, родители. У нас в гостях пресс-секретарь Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Елена Зинатульна и Надежда Отвесова, методист аварийно-спасательной службы. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что, профилактические беседы с родителями в прямом эфире башкирского спутникового телевидения. Какие случаи несчастные, к сожалению, да, об этом мы будем говорить, случаются с детьми именно в период осенних каникул? Несчастные случаи с детьми могут произойти повсюду. Это на дороге, в водоемах, в быту, во дворе, на детских площадках и так далее. Этому способствует любопытство детей, наличие у них свободного времени, а также отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Наибольшую опасность именно в период осенних каникул представляют, конечно же, водоемы и проезжие части. Ответственность за жизнь детей прежде всего лежит на родителях, поэтому очень важно напоминать своим детям правила безопасного поведения именно в преддверии каникул. Да, не обязательно следовать всюду, да, за своими детьми. Ну, да. Вы с ними беседы какие-то проведите, строго-настрого вот так вот, запретите что-то. Просто про водоемы слышать осенью, да, летом понятно. Нет, вообще летом тоже непонятно, почему случаются такие ситуации на водоемах, а вот осенью-то неужели... Чего они там находят в этих водоемах осенью? Что там? Ну неужели, это же так приятно осенью, вот корочка льда появилась, и пойти по ней похрустеть или покататься. Вспомните себя, как мы с таким удовольствием хрустели льдом по лужам, даже по лужам. сейчас. По лужам, да. Ну, это по лужам. Да, А если ребенок живет где-нибудь в сельской местности, в деревне, там у них рядом находится водоем, они выходят на лед. Им это интересно, им любопытно. Даже сейчас, несмотря на то, что еще льда нету, детей все равно тянет к воде. Они могут играть просто на берегу, нечаянно подскользнуться, упасть и оказаться в воде. Вода уже достаточно холодная, и если рядом не окажется взрослых или детей, да, постарше, кто будет способны оказать помощь, то трагедии, скорее всего, будет не избежать. Даже вот у нас в 2019 году был такой пример. В Нуримановском районе 3 детишек в начале ноября играли на озере на льду. 3, 4 и 7 лет детям было. 3 годика. И лед провалился, они оказались в воде. Детишек всех успели вытащить, но, к сожалению, мальчик 7-летний, он погиб. Даже несмотря на то, что его вытащили. Поэтому нельзя детей ни в коем случае подпускать к воде. Есть лед, нету там льда. Вы должны объяснить детям, что вода – это всегда опасность. Летом, зимой, осенью вода – это всегда большая опасность. Разговаривайте с детьми, пожалуйста, объясняйте. Ну еще и к тому же, вот вы правильно же сказали, что вода очень холодная. Даже если мелководье, мне кажется, все равно легко упасть в воду, там судорога, и тебя дальше понесло, и вот тебе уже, пожалуйста, казалось бы. Да, судорога, если ты вовремя там не добрался до теплого помещения, теплого какого-то помещения, и опять-таки спазм мышц, опять-таки сердца, да, никто не отменял, потому что тепло, резкий холод, как отреагирует организм, никто не знает. Сколько у нас даже случаев, когда у нас взрослые попадают в воду, и даже взрослые мужчины не могут выбраться. Чего уж говорить о маленьких детишках. Это точно. Пожары. Если я не ошибаюсь, у нас причина пожаров, из причин пожаров на первом месте стоит нетрезвое состояние людей, да, вот они в квартирах там закурят условно, да, и по этой причине может возникнуть пожар. Верно, это самая основная причина пожара, в том числе это детская шалость. К сожалению, с начала года в республике мы потеряли 13 детей при пожарах. Вот недавно был случай в Чешминском районе, на прошлой неделе буквально. Дети решили поиграть во дворе и подожгли солому, в результате чего пламя перекинулось на рядом находящиеся дома. Ладно, к счастью, сработал пожарный замещатель вовремя, и семья, которая находилась в момент пожара дома, смогли своевременно покинуть помещение. Это вот яркий тому пример, что нельзя оставлять своих детей без присмотра. И важно исключить возможность попадания в руки детей спичек и зажигалок. Также объяснить детям, как набрать номер экстренного
как бы номер 112 объяснить, это экстренных служб, да, и домашний адрес. И важно еще объяснить детям именно действия при пожаре, потому что когда случается пожар, дети зачастую начинают прятаться в шкафах, либо в дальней комнате, и это, естественно, может привести к печальным последствиям. Ну, это, к слову, про пользу, да, вот сейчас мы сколько раз в эфире нашей программы говорили про пожарные извещатели, вот яркий пример того, как спасает жизни, да, извещатели. Да, А стоят они копейки, между прочим. Пожарный извещатель – это на сегодняшний день наиболее эффективное средство раннего обнаружения пожаров. И вот только с 2016 года, по оперативным данным, благодаря вот этим мини-сиренам спасены жизни 250 детей. Это вот только по оперативным данным. Собственно, дорожно-транспортные происшествия также в списке тех случаев несчастных, которые в период каникул вообще любых, ну и мы накануне осенних говорим об этом, приносят потери, да, травмы семьям, дорожно-транспортные происшествия. Да, дорожно-транспортные происшествия, конечно же, у нас случаются. И у нас за этот год, по данным ГИБДД, с участием детей случилось 377 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 16 детишек. Вот. По вине Здесь это и те дорожно-транспортные, когда родители были за рулем, и дети находились в машине. То есть при этом были случаи, когда дети были не пристегнуты. Вот, сюда же входят случаи, когда детишки у нас пересекают дорогу в неположенных местах, либо даже на светофоре, но не убедились, что не угрожает опасность. Вот. Бывают такие случаи, когда дети берут у родителей машину без разрешения и едут покататься. Вот. Это тоже необходимо пресекать. Вообще необходимо своим примером обязательно показывать детям, как, где себя нужно вести, в том числе и на дороге. А то я вот неоднократно видела такие примеры. Идет мама с ребенком, при этом переходит они дорогу в неположенном месте, она при этом ему идет там за руку, еще при этом рассказывает: а вот ты знаешь, надо переходить дорогу на зеленый свет. Ну, что ж ты тогда с ним сейчас-то на зеленый свет не переходишь? Ты сама его показываешь, что можно... Как водитель очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, где, например, нерегулируемый перекресток, да, и мамочка идет с ребенком в полной, абсолютной уверенности, что все должны уступить дорогу. Я всегда говорю, конечно, да, правила дорожного движения, обязывают водителя уступить дорогу, но никто не застрахован. Водитель может отвлечься, водитель может быть просто какой-то немножечко неадекватный, да, и ты будешь права, но в последний раз. Вот, это нужно учитывать. Убеждаться в безопасности. Еще есть такой момент, что у нас детишки, они, разного роста бывают, да, бывают поменьше, и когда припаркованы машины вдоль обочины, ребенок начинает даже по зебре переходить дорогу, пока он не вышел чуть-чуть из автомобиля хотя бы, его не видно. И водитель, он обязан, конечно, притормозить перед зеброй, но есть те, кто просто едут, и ребенок выходит, считая, что он идет по зебре, и все ему должны уступить. Его просто не было видно. И водитель может не успеть затормозить. Также необходимо детишкам объяснить, что нельзя играть возле припаркованных машин. Они очень любят прятаться, да, там всякие пряталки-бегалки, прячутся за машины. Водитель приходит, заводит машину, начинает движение, например, назад. Ребенок находится в зоне невидимости, в слепой зоне. И да, может произойти наезд, поэтому тоже необходимо детишкам объяснять, что парковка и припаркованные машины – это не место для игр, это небезопасно, конечно же. В лесу теряются дети. Осень. Ой, вообще в лесу дети одни. Но опять же, да, там населенный пункт находится рядом с лесным массивом. Дети отправляются, теряются. Что нужно знать родителям и детям в таких случаях? Дети теряются у нас не только осенью, дети у нас теряются в лесах круглогодично на самом деле. Но поскольку мы сейчас говорим про каникулы, когда у нас у детишек больше всего времени, да, на, так скажем, свои игры и предоставлены сами себе, необходимо, опять-таки, детишкам объяснять, что они не должны ходить на пустыри, в лес. Они... С незнакомыми людьми. Опять же, да, огромное количество случаев, к сожалению, тоже говорите, объясняйте. Обязательно, что да, если к ним кто-то там начал приставать, то чтобы они
позвали на помощь, пошли в людное место, но ни в коем случае не пытались там где-то скрыться в неизвестных там гаражах или еще что-то. Вот, обязательно нужно этому детей учить. Необходимо учить детей, если особенно вы живете в сельской местности или еще где-то, и есть такие случаи, когда детишки идут гулять где-нибудь рядом с лесом или в лес, ребенок должен уметь хотя бы чуть-чуть ориентироваться, объяснить ему, что если вдруг случится так, что он потерялся, чтобы он не пугался, что его будут ругать, чтобы он звал на помощь. Прикрепите ребенку на одежду свисток. Кричать долго нельзя, охрипнешь. О, кстати, хорошая Свисток идея. свистеть можно долго. Это поможет вашему ребенку. Это игрушка. Да, это игрушка. Вот всем этим правилам на самом деле ребенка можно обучить в игре. У нас вот был случай такой очень позитивный. В 2020 году в Словацком районе потерялся мальчик. 7 лет, у него были проблемы с речью, но не суть. Его искали 3 суток. Там были большие поиски, и спасатели, и волонтеры. Были предупреждены все туристы, которых там в округе видели, наши спасатели, предупреждали, что вот потерялся ребенок, если вдруг вы увидите. И на 3-е сутки туристы, которые сплавлялись по Юрезани, услышали в лесном массиве детский плач. Кошмар какой. Естественно, они сразу же сообщили спасателям, наши прибыли, нашли там этого ребенка, слава богу, живым. Но это было лето. Было тепло, и 3 суток прожить можно. Осенью температуры уже минусовые, и, к сожалению, времени на спасение всегда очень мало у нас. В общем, друзья, родители, проведите, пожалуйста, профилактическую Призываем вас уже беседу который с раз, да. детками, со своими. Их безопасность, конечно же, в ваших руках. Спасибо вам огромное. Вам спасибо за то, что были все это время вместе с нами. Классного четверга, классного рабочего дня.